Размерили немного ноги, да? Давайте продолжим. У нас часть будет короче, она будет уже более конкретно посвящена именно той тематике, ради которой мы и собирались. Итак, добрый день для тех, кто подключился у нас для трансляции, кого не было раньше. Слайды на экране. Руководством страны перед Высшим судебным советом и Верховным судом поставлена задача по привлечению в судебную систему специалистов по отдельным узким отраслям права. В реализацию данного поручения в декабре прошлого года в Конституционный закон о судебной системе и статусе судей внесены поправки, предусматривающие проведение отдельного конкурса на вакантные должности судей областных судов для таких вот специалистов, являющихся специалистами именно в отдельных отраслях права. Данные поправки в закон предусмотрены именно с целью привлечения в судейский корпус высококвалифицированных кадров. В этой связи была проведена работа для того, чтобы создать сначала перечень таких отраслей права, в которых именно специалистах, которых нуждается судебная система. По согласованию с Верховным судом были утверждены этот список. Это налоговое право, финансовое, дальше корпоративное право, экологическое, земельное, право недропользования и право интеллектуальной собственности, как видите, 7. Далее эти отрасли права были утверждены на заседании Высшего судебного совета, после чего были запрошены в рамках именно вот как пилотного первого конкурса потребности Верховного суда в специалистах пока только по двум столичным судам, то есть это в Алматинском городском суде и в суде города Нур-Султана. Значит, чем был обусловлен такой выбор? Это то, что при рассмотрении судами дел возникают сложности, которые связаны с необходимостью именно специальных познаний судей в таких вот отраслях, как налоговая, корпоративная, экологическая. То есть здесь учитывался коэффициент количества отмен, то есть судебных ошибок, которые были по делам данной категории. 31 мая Высшим судебным советом был объявлен конкурс на занятие 2 вакантных должностей судей суда города Нур-Султана для специалистов в отдельных отраслях права. Именно для Нур-Султана это требуется налоговое, финансовое право, право интеллектуальной собственности и недропользования. И одной вакантной должности судьи Алматинского городского суда для специалиста в области земельного права. Как вы понимаете, по логике, то есть это специалисты подразумевается, что будут работать в качестве судьи коллегии по административным делам с учетом данной категории дел. В чем еще особенность данного конкурса? То, что он имеет отдельную специализированную, усеченную, скажем так, процедуру самого отбора. То есть в случае участия в конкурсе на судейские должности для таких специалистов предусмотрен специальный оптимизированный конкурсный отбор. Помимо основных требований, которые предъявляются к судье, это наличие 30-летнего возраста должно быть, высшее юридическое образование, высокие морально-нравственные качества, безупречная репутация, стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет, медицинское свидетельствование, то, что человек пригоден для такой работы, заключение пленарного заседания соответствующего областного и приравненного к нему суда. Кроме того, дополнительно кандидатам в рамках данного конкурса необходим стаж работы, подтверждающий специализацию по вот этим конкретным объявленным отраслям права не менее 5 последних лет. То есть, чтобы это был человек именно действующий, не оторванный от практики рассмотрения дел данной категории. Кроме этого, необходимо представить документы, подтверждающие наличие опыта в вышеуказанных сферах, для чего могут пригодиться трудовая книжка, копии судебных актов, подтверждающих участие кандидата в судебных процессах в качестве судебного представителя по соответствующим категориям дел, не менее 5 участий за год, а также научная либо преподавательская деятельность. Хотелось бы проинформировать о самом отборе, который включает в себя стандартный прием документов, предварительное их рассмотрение, этих документов кандидата, допуск к конкурсу лиц, соответствующих установленным требованиям,
После этой процедуры приема документов кандидаты проходят оптимизированный квалификационный экзамен, который состоит в прохождении психологического тестирования и решении кейсовых задач. То есть, в отличие от обычного квалификационного экзамена, выпадает стадия тестирования на знание законодательства. Она не требуется. В случае положительного прохождения квалификационного экзамена дальше кандидат проходит интервью в Высшем судебном совете. После чего уже проходит заседание конкурсной комиссии Высшего судебного совета, на котором осуществляется предварительный отбор. И далее уже непосредственно само официальное заседание Высшего судебного совета, на котором кандидатам, прошедшим конкурс, дается рекомендация, и далее она направляется президенту. Далее, завершающей стадией является прохождение кандидатом, рекомендованным к назначению на должность судьи, стажировку в суде, который получил рекомендацию. При этом этот конкурс, вернее, стажировка также носит усеченный характер, потому что вместо тех сроков, которые предусмотрены для обычной стажировки, это 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев в зависимости от стажа претендента, это при обычном конкурсе. В данном случае у нас, поскольку все кандидаты уже имеют 15-летний стаж работы юридической, всего лишь 1 месяц стажировки в соответствующем суде с отрывом от работы. Вот уже по итогам этой успешной стажировки будет назначение судьи указом президента. Итак, уважаемые специалисты, соответственно, Высший судебный совет хочет донести до вас, что если вы хотите внести вклад в развитие судебной системы, то мы просим вас принять участие, активное участие в данном объявленном конкурсе. Мы уверены, что ваш богатый опыт поможет укрепить качество отправления правосудия и повысит доверие граждан в целом к судебной системе. Более подробно с процедурой отбора, а также с перечнем документов вы сможете ознакомиться на сайте Высшего судебного совета. Итак, официальная часть ознакомительная закончена. Пожалуйста, если есть вопросы, можете задавать. Да, пожалуйста. Денис Алексеевич, разрешите уточнить 3 момента. Первый вопрос: как получить заключение пленарного заседания, каким образом проходит? Можно сначала себя называть, чтобы все понимали. Адвокат, кто? Специалист в области финансов корпоративных. Хорошо. Как можно будет ознакомиться с процедурой получения заключения пленарного заседания? То есть, как бы просто в объявлении написано, но какие шаги предпринимать, об этом не сказано. Необходимо, ну, во-первых, графики проведения пленарных заседаний каждый областной суд публикует, я так понимаю, на своем сайте, да? Эти графики известны, то есть в этот суд необходимо обратиться, и там увидите дату. Насколько я знаю, для этого конкурса мы специально их попросили, они в 3-ю декаду июня, то есть с 20 по 30 июня, все областные суды и приравненные к ним суды будут проводить такие пленарные заседания. В связи с чем вам необходимо обратиться в этот соответствующий суд. Если вы работаете и живете в Алматы, то это в Алматинский городской суд. Спасибо. Второй вопрос. Касательно стажа работы. В объявлении ваше выступление сказано не менее 5 последних лет. Но нет уточнения, как, допустим, быть, если я 5 лет проработал за рубежом в качестве члена ассоциации юристов, в качестве адвоката, но зарубежного. Но, это будет приравниваться к к казахстанскому праву вы какое-то отношение имеете? Есть опыт работы в Казахстане, значительно. Это я просто для себя уточняю. Вы документы подавайте, а мы уже будем рассматривать, какой у вас опыт есть. Но нам хотя бы нужно, чтобы у вас было 5 лет непрерывных заседаний, ну не заседаний, а участия в судебных разбирательствах. Вы в казахстанских судах работали в качестве представителя? Да. Вот эти документы мы рассмотрим. Спасибо. Пожалуйста. Денис Алексеевич, Асир Шапилов, Генеральной прокуратуры, отдел по надзору закона судебных актов. Документами, подтверждающими опыт работы, является участие в судебном заседании. Да. Но в Генеральной прокуратуре дела изучаются, и протесты пишет один отдел, другой отдел у нас участвует. Будет ли подтверждающим документом, если я приложу протесты, которые подготовлены мной, именно по налоговым делам, по работе, по трансферному? А как это будет подтверждаться, что мы вами изготовили? Исполнители, ну, по каким-то бывает, что я участвую, но по каким-то нет. Но более 5, у меня имеется, более да? 44 протестов,
Да, по налоговому вспомню, удовлетворены. Но это на протяжении 5 лет у вас есть, да, 6 лет такая? я работаю 6 в лет. культуре. И 15-летний стаж тоже у вас есть, да? Да. Я думаю, тоже вы можете подать. Соответственно, все равно будет наша комиссия это рассматривать, эти документы оценивать. И более того, еще будет же после прохождения квалификационного экзамена интервью, на котором члены Высшего судебного совета смогут вам задать уточняющие вопросы при необходимости, если возникнут какие-то сомнения в вашей компетенции по поводу последних 5 лет работы. Так сейчас вот там 2 раза девушка уже руку тянула, на последнем ряду вроде нет? Хорошо, давайте вы. Угу. Чуть-чуть погромче, можно? У меня есть определенный опыт работы в интеллектуальной собственности, но нет достаточно, может быть, опыта именно в судебной практике. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали не менее 5 участий в год. Да. Это обязательное требование? Да. Для того, чтобы... Ну, это для того, мы такой ввели как бы критерий, чтобы видеть, что человек поддерживает свои знания о действующем праве и применяет его на деле. И эти знания у него находятся в актуальном состоянии. Кроме того, я говорю, вы все равно документы подавайте, а мы их будем рассматривать. Например, у нас может быть, вот если есть ученые-юристы или преподаватели, они и вовсе, может быть, ни разу не участвовали, но тем не менее, такие специалисты нам тоже нужны. То есть те, которые именно знают хорошо теорию права, а практического навыка у него, может быть, нет. Мы тоже с удовольствием будем рассматривать его документы. То есть то, что если у вас не было этого участия, пусть это не будет для вас как бы отпугивающим фактором, вы документы все равно составляйте и подавайте, дальше мы будем рассматривать. У меня, конечно, небольшой опыт работы именно в суде. Также есть небольшой опыт преподавания для судей в Академии правосудия. Ну, тем более. Ну, по крайней мере, в течение последних 5 лет вы этой деятельностью занимаетесь? Более 20 лет. Прекрасно, хорошо. Так, там поднимали руку. Да, пожалуйста. Адвокат Мухасфарин, коллеги адвоката города Нур-Султан. У меня, к сожалению, 15-летнего стажа нет, и поэтому у меня следующий вопрос. Последние 5 лет я являюсь адвокатом. Базовое образование у меня строительное. То есть долгое время проработал инженером, сметчиком, и имеется аттестат технадзора и квалификация судебного эксперта. В этой связи у меня такой вопрос. Планируется ли проведение отдельных конкурсов для кандидатов, то есть специалистов в определенной области права, претендующих на занятие должности в районном суде? То есть для районного суда, не для областных. Понял. Присаживайтесь. Вы понимаете же, да, что вот эти все конкурсные процедуры, которые вообще связаны с процедурой назначения, отбора судей, увольнения судей, это все не просто так, и их не может принимать тот или иной орган по своему усмотрению. Это все регулируется конституционным законом. И поэтому, как в законе написано, только так оно и будет. Вот сейчас, например, мы для того, чтобы открыть для высококвалифицированных специалистов дополнительный шлюз, чтобы они могли проходить сразу же в областные суды, была проведена предварительная большая работа для того, чтобы этот законопроект состоялся, прошел и вошли изменения в Конституционный закон и в закон о Высшем судебном совете. И сейчас благодаря этому есть возможность именно для того, чтобы высококвалифицированные специалисты могли, минуя стадию райсуда, пройти в областные суды. Но это все. Для райсудов конкурс, он какой был, он записан в Конституционном законе, он только такой и будет. То есть отдельных конкурсов не будет. Так же, как, например, я могу, предвосхищая вопрос, сказать, что у нас нет потребности в специалистах в области строительного права, скажем, учитывая, вот как вы назвали, какое у вас образование. То есть вот сейчас на текущий момент утвержден именно список из вот этих 7 специальностей, отраслей законодательства, потребность которых судебная система испытывает. Разумеется, мы их не вечные, мы их можем время от времени пересматривать. Какая периодичность, я не знаю, но я думаю, как только у судебной системы, у Верховного суда возникнет в этом потребность, которую они нам смогут сказать, тогда мы сможем это, соответственно, пересмотреть, дополнить его какими-то новыми отраслями права, но пока это так. Единственное, что я еще могу сказать, это на будущее. Пока вот мы сейчас объявили только первый такой конкурс. И посмотрим, каковы будут его результаты.
Если будет достаточное количество откликнувшихся, если этот конкурс себя, что называется, проявит, то мы предполагаем, что до конца года мы объявим еще один такой же конкурс, но уже в рамках всего Казахстана, а не как пилотный проект в рамках только 2 столиц. Пожалуйста. Адвокат, коллега адвоката Мигурова Султан Сибирь. Скажите, пожалуйста, вот две отрасли, налоговая и финансовая. Финансовая – это подотрасль, можно сказать, финансового права. Можно расшифровать, что подразумевается под финансовым. Это первый вопрос. И второй. Не всегда судебные акты могут отражать квалификацию специалиста, который участвует. Поскольку судебный акт может носить отрицательное, неудовлетворение. Нет, судебные акты не для этого. Судебный акт для того, что вы именно участвовали в судебных заседаниях. Прошу прощения, можно я завершу? Вы не об этом, да? Дело в том, что судебный акт может содержать отрицательный результат работы специалиста, да, адвоката и юриста, отказ в удовлетворении требований, и не отражать его позицию, его профессиональный взгляд на тот спор, в котором он участвует. Вот в связи с этим вопрос. Предоставление важно судебных актов, либо необходимы, скажем так, заявления и судебный акт? Не понял, в чем разница. Потому что, вот, например, судебные споры по признанию сделок недействительных в рамках исков у фискальных органов. Суды без зазрения выносят судебные акты и признают недействительными сделки, не усматривая вообще, не подходя к анализу абсолютно никаких доводов сторон, и признавали сделки недействительными. Но, тем не менее, доводы они подлежали рассмотрению. Вот будет ли это учитываться при анализе сторон? Все? Присаживайтесь. Итак, как я и начал говорить, то есть мы не будем анализировать сами судебные акты в плане того, какова была работа адвоката или того или иного представителя, насколько были грамотные, допустим, составлены ходатайства. Судебные акты служат только для того, чтобы сказать, что вы действительно в эти 5 лет активно занимались представительством интересов в судах, и именно по данным отраслям права. Говорят, что финансовое право или часть там налогового, это не так уж важно. Главное, чтобы эти акты, не акты, вернее, а ваша деятельность именно протекала по защите интересов при использовании данных отраслей права. То есть это либо оспаривание актов налоговых проверок, возможно, да, что там еще, финансы, это скорее всего, я так думаю, какие-нибудь споры с комитетом по госаудиту или там участие по государственным закупкам, возможно. Если вы высоко квалифицированный специалист, я думаю, вы с этим разберетесь. А дальше уже наша забота Высшего судебного совета определить, соответствуют ли ваши претензии нашим ожиданиям. Пожалуйста. Здравствуйте, Айдар Жанар, агентство по регулированию финансового рынка. Пожалуйста, уточните окончательную дату приема документов, так как пленарное заседание в основном в областях они запланировано 23-24 числа. А насколько я вижу, на сайте суда указано, что до 15 местного времени 23 числа нужно сдать документы. То есть успеем ли мы, если у нас придерживаются на через документы. И второй вопрос, обязательно ли знание государственного языка. Понятно. По окончательных сроков. Пока тот график, который есть в областных судах, необходимо придерживаться его. Но я вообще предполагаю, забегая так вперед, что, скорее всего, мы будем продлевать данный конкурс для того, чтобы дать возможность всем сомневающимся оценить свои силы, свои потенции и попытаться реализовать себя именно на судебной ниве. Дело в том, что действительно конкурс такой объявляется в первый раз. Он для большинства непонятен, ни механизм его, ни его дальнейшие перспективы, которые я сейчас описал. Поэтому полагаю, что было бы целесообразно его продлить, но это мы уже будем решать коллегиально всем органам Высшим судебным советом. И последний, какой у вас был еще вопрос? Обязательно ли знание государственного обязательно ли знание госязыка?
Обязательностей нет, конечно же, потому что, согласно Конституции, официальным является точно так же и русский, но тем не менее государственный язык, разумеется, его знание приветствуется и желательно, скажем так, потому что это по регионам, конечно же, отличаются, где сколько используется казахский язык, где русский язык используется. Для судов Нур-Султана и Алматы, возможно, доля казахского языка не так велика, но, например, если вы потом будем объявлять конкурс на всю республику и регионы, как Кызылорда, да, Туркестанская область или там Мангистауская область, там, ну, фактически вам нечего будет делать, если вы не знаете государственного языка, потому что там большинство споров на нем рассматривается. Поэтому не обязательно, но желательно, скажем так. Пожалуйста. Денис Алексеевич, Тимур Берегменов, советник юридической фирмы «Блята», также специалист в области интеллектуальной собственности, патентной поверенной Республики Казахстан. У меня такой вопрос. Вот, у меня стажа работы нет 15 лет. Вот, можно так попробовать подать документы? Нет, если 15 лет нет, я не думаю, вы не пройдете просто. Ну, потому что по закону написано, это требование законодательства 15 лет. 15 лет именно юридического стажа у вас отсутствует, да, пока? В области интеллектуальной собственности 10 лет стажа. То есть я вот 10 лет уже в рабочей области. Я и в судах участвую, и коммуникации с госорганами тоже. Ну, это, конечно, да, очень интересно. Но вы можете попробовать наравне со всеми, но уже с райсуда получается. Да, с районного суда, там никаких ограничений нет. То есть то, что я называл на слайдах, общие требования для того, чтобы стать судьей. Здесь достаточно 30 лет возраста и, по-моему, 5 лет, да, сейчас у нас юридического стажа, да? А у вас этого уже достаточно. Так, пожалуйста, еще кто-то хотел задать вопрос в зала, там рядом вроде женщина руку поднимала, нет? Тогда, пожалуйста, с экранов, кто у нас из онлайн? Вопрос. Да, пожалуйста. Карагандинская областная коллегия адвокатов, адвокат Амир Галешин Болжанна. Я по поводу того, что вот было перечислено, что потребность требуется в области корпоративного права там, и так далее. Но потом, когда было показано, что вот для Нур-Султана, для Алматинской области необходимы какие специалисты, там не указано корпоративное право. Вот я так понимаю, на сегодняшний день специалисты корпоративного права как бы пока не нужны, да, получается, только вот эти суды, им необходимо только там земельное право, по-моему, налоговое. Да, вы правильно поняли. Сейчас именно, я говорю, как пилотный проект объявляется, именно не на всю республику, а только на эти два суда, и поэтому мы непосредственно у этих судов запрашивали, какие вам нужны специалисты. Потому что это же конкурс направлен на то, чтобы каких-то конкретных высокопрофильных специалистов сюда направить. И вот Алмата запросила, им нужен специалист в области земельного права. Земельного и все. А вот Нур-Султан, налоговая, финансовая, интеллектуальная собственность и недропользование. Если у вас корпоративное, то милости просим на следующий конкурс. Чисто на следующий конкурс. А просто сейчас, вот, например, просто как в резерв нет необходимости, да? Нет, такого нет необходимости. Да, хорошо, спасибо. Добрый день, Денис Алексеевич. Добрый. Фамилия моя Мукатанов, Талгат Базарбаевич, адвокат Атраусской коллегии адвокатов. Я до этого тоже поднимал руку, хотел вопрос задать в присутствии председателя Верховного суда. Возможно, нам чуть-чуть этот вопрос будет казаться, может быть, не относится к тому, то, что вы говорите сейчас, но я хочу сказать, пользуясь моментом, хочу именно спросить, насколько сейчас чувствуют судьи на местах ответственность по статье 418 Уголовного кодекса Республики Казахстан за заведомо неправосудные приговоры и решения. Мы, к сожалению, не увидели в предыдущем выступлении статистические данные, насколько судьи были привлечены. Без этого, естественно, не чувствуя ответственности, идти в суд, я думаю, все-таки судьи тоже должны чувствовать свою ответственность, потому что независимость судей, как говорил председатель Верховного суда, тоже мы чувствуем, что очень много бывает отмены и решения вышестоящим судом, а судьи как таковой не несут никакой ответственности, хотя, очевидно, это неправосудно. Вот у меня такой вопрос. Понятно, спасибо. Ну, вопрос, как вы понимаете, тематике нашей встречи вообще никак не соответствует.
Да, больше, может быть, Жакип Кажмановичу следовало задать. Единственное, я могу со своей стороны, то, что касается Высшего судебного совета, сказать, при Высшем судебном совете функционирует судебное жюри. Именно судебное жюри занимается вопросами ответственности судей за допущенные нарушения. А какие это бывают нарушения? Есть два основания привлечения судьи к дисциплинарной ответственности. Это либо А. грубое нарушение законодательства, либо Б. совершение проступка, порочащего судейский мундир, судейскую честь. Большинство материалов, которые поступают нам в судебное жюри, относятся именно все-таки к первому пункту, то есть когда судьей грубо нарушен закон. При этом тоже сразу же должен разъяснить, не всякое нарушение будет являться предметом рассмотрения судебного жюри. То есть о том, что судья грубо нарушил закон, должны сказать тоже именно судьи. Понятное дело, что любая сторона, проигравшая, будет всегда говорить, что я прав, и именно судьей грубо нарушен закон, и приводить свои доводы. Нет, это должны сказать именно судьи вышестоящей инстанции, которые отменили этот судебный акт и сказали, что именно причиной отмены явилось грубое нарушение законодательства. Только в этом случае будет основания для того, чтобы, во-первых, это направить на пленарное заседание этого областного суда, где судьи путем тайного голосования, судьи областного суда, решат, направлять этот материал в судебное жюри или не направлять. Достаточно часто бывает, что апелляционная инстанция в своем постановлении судебном даже написала, что судьей допущено грубое нарушение, вследствие чего судебный акт подлежит отмене. Но пленарное заседание все равно говорит, нет, оно все-таки не является недостаточно грубым и решает, что не стоит направлять в этот раз этот материал в судебное жюри. Если все-таки пленарное заседание так решит, материал поступает в судебное жюри, и дальше начинаются уже наши внутренние процедуры, то есть этот материал будет в установленном законном порядке рассмотрен. В последнее время, по статистике я могу сказать, нагрузка на судебное жюри все растет и растет. Все больше с каждым месяцем у нас поступает таких материалов, и, соответственно, все больше судей привлекается к дисциплинарной ответственности. Есть также доля, по-моему, порядка 1/4, которые дела у нас прекращаются. То есть, когда судьи на апелляционной инстанции посчитали, что с их точки зрения это грубое нарушение законодательства, но судебное жюри, куда отобраны, кстати, самые лучшие судьи, которые выбираются всей судебной системой через систему расширенных пленарных заседаний областных судов и далее утверждаются расширенным заседанием Верховного суда. Это самые достойные кандидаты, претенденты всех регионов, они собираются уже в судебном жюри, и там они решают, что нет, в данном случае, на их взгляд, это не является грубым нарушением. Вторая часть, за которую судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, это совершение порочащего проступка. Таких у нас дел меньше, но зато они, конечно же, громче, да? О них вся страна зато знает. Например, как в прошлом году у нас был уволен судья Карагандинского областного суда за то, что он настойчивые домогательства были к адвокату. В итоге это признали в его действиях совершение порочащего проступка. Вы его, наверное, помните это дело, слышали, оно и в прессе освещалось широко. В конечном итоге именно судебное жюри приняло решение, что этот судья заслужил дисциплинарное взыскание в виде освобождения от должности, после чего это решение было им обжаловано. И уже Высший судебный совет на судебном заседании, на заседании Высшего судебного совета постановил, что следует согласиться с мнением судебного жюри и рекомендовал данного судью к освобождению от должности судьи, после чего и был вынесен указ президента о его освобождении. Вчера точно так же был судья, да, у нас вчера же четверг был, как раз было заседание судебного жюри, на котором также было вынесено взыскание в виде освобождения от должности для судьи Актюбинского областного суда, также в связи с совершением им порочащего проступка. Так, пожалуйста, да. Спасибо. Сакьян Камень, юрист по налоговым спорам. Если Алексеевич, вы скажите, если, к примеру, была потребность судьи в органах суда, специалисты в сфере налогового права, ну, я так понимаю, что избравшись на должность судьи городского суда, в частности, коллеги по административным делам, то он будет рассматривать не только налоговые споры, верно? Да, верно.
То есть все дела, которые есть в данной коллегии. Я не знаю, как сейчас обстоит дело в областных судах. Раньше вводилась специализация, то есть, возможно, одни судьи рассматривали только экономические споры, другие кто-то на семейных, трудовых, но, насколько мне известно, последние 3 года всякая специализация была уничтожена, то есть сейчас всем распределяется поровну, и, соответственно, все дела, которые подпадают под подсудность коллегии об административных делах, они также будут попадать к тому судье. Ну, по крайней мере, это административные дела, это не уголовные, это не прочие гражданские, да? Поэтому, может быть, какой-то удобный, этому специалисту больше дел будет. Не думаю, что так будет, нет. Пожалуйста. Юридический консультант. Вопрос по процедуре. Требования кандидат, получивший заключение пленарного заседания облсуда. После прохождения этого заседания каждый кандидат должен приходить за выпиской, либо же облсуд направит вам общий список всех кандидатов, которые были рассмотрены на заседании, чтобы было более оптимизационно и так удобно. Результаты пленарки? Да. Нам нужно приходить к каждому, получать свою выписку, либо общий список придет из облсуда к вам. Я вот этих деталей не знаю. Я думаю, у нас кто-нибудь из аппарата пояснит, пожалуйста. Я думаю, можно это дублировать. То есть, в принципе, мы переговорим с областными судами, чтобы они нам автоматом направляли. Мы такую практику применяем, когда уже поджимают сроки. Вот. Но если эти пленарки будут направляться к ним кандидатами, то, в принципе, мы тоже не будем этому возражать. Но особым судами такая договоренность будет. Было бы так удобнее. Спасибо. Да, пожалуйста. Добрый день. Алина Шенгарь, государственного фонда. Какая полемика по этому условию не менее 5 участий в заседании. Первый вопрос: имеет ли значение годы, когда человек 15 5 последних лет. 5 последних лет, да? Да. И по самим заседаниям. Заседание это делается там на первую, вторую, третью инстанцию, либо это должно быть каждое отдельное гражданское дело? Дела. Именно по 5 делам. Инстанции не важны. Главное, что вы в 5 делах принимали участие. Ну, то есть для нас важно, почему этот критерий был введен, как я уже и пояснял ранее, для того, чтобы мы видели, что человек именно последние 5 лет активно применяет право путем участия в судебных разбирательствах. Только для этого. Так, еще... пожалуйста. Министерство экологии и вода. По городу Нур-Султан вы объявили 5 отраслей права, да? Вот экология может ли пару вопросов недропользования задать? Или в смысле нет? Недропользование здесь есть в списке, да. Ну, я специалист в области экологии. У нас недропользование тоже частично называется. Я могу подавать недропользование? Ну, вы приложите эти судебные акты, в которых вы участвовали, и мы посмотрим, относится оно к недропользованию или нет. Так, еще из Зума у нас вопросы будут? Вы руку поднимаете, да? Как-то рок. Пожалуйста. Почему 17-го? Последние 5 лет, предшествующих конкурсу. Да, предшествующие конкурсу, да. Мы ввели 31 мая, вот предыдущие 5 лет, пожалуйста. Да. Да. Итак, все, вопросы закончились, да? Более-менее все понятно. Значит, на сайтах областных судов, то есть суда города Нур-Султана, Алматинского городского суда, имеются даты, когда эти пленарные заседания будут проходить, поэтому желающие, пожалуйста, прошу попробовать свои силы, потому что вот Алматинским городским судом, судом города Нур-Султана заявлена такая потребность, что Нур-Султану нужны 2 такие судьи, Алмате нужен 1 такой судья. Соответственно, я бы просил желающих откликнуться на этот призыв. С чего я и начинал свою речь, почему эта работа проводится, потому что президентом страны, главой государства дано поручение максимально ускорить обновление кадрового состава судей, судебной системы. Кроме того, второй момент, это то, что та критика, которая часто звучит в адрес судебной системы, она же звучит не откуда-то, она звучит именно со стороны профессионального сообщества, поэтому это ваш шанс для того, чтобы не просто критиковать, а для того, чтобы вы могли показать, как вы видите тот способ, чтобы исправить эту ситуацию. То есть вам предоставляется шанс внести свой личный вклад
в отправлении правосудия и в обновлении судебной системы страны. Всем, кто сомневается, я хочу пожелать уверенности, прекращайте сомневаться и собирайте документы и подавайте их в Высший судебный совет. Мы рассмотрим. Все, желаю вам удачи. Спасибо за участие.